Работа Бюринчи радио в прямом эфире продолжается. Дорогие наши слушатели, пользователи нашей странички в Фейсбуке, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Егенбаева, за пультом режиссера. Сегодня работает Дильбара Капарова. Уважаемые радиослушатели, в эфире Бюринчи радио, программа «Прямая связь». Кыргызстан входит в международное цифровое пространство, и вместе с этим, как отмечают эксперты, мы обретаем риски и задачи, о которых даже не подозревали и не думали несколько лет назад. Цифровизация непосредственно связана со сбором и обработкой данных, и в первую очередь это персональные данные граждан, которые нуждаются непосредственно в защите. Персональные данные непрерывно подвергаются обработке, к примеру, в сфере труда, в отношениях с органами государственного управления, в области здравоохранения и даже при покупке товаров или услуг во время путешествий или пользования интернетом. И здесь главное их защита, задача государственной важности, выполнение которой в то же время невозможно без участия самих граждан. И зачастую возникает и такой вопрос: что делается со стороны государства по защите персональных данных наших граждан. Что еще немаловажно, богатый зарубежный опыт осваивается местными специалистами. В течение уходящего 2023 года Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете министров страны активно практиковалось проведение онлайн и офлайн тренингов для госслужащих. Ведущие эксперты этой сферы обучали и обучают их безопасной работе с персональными данными и кибергигиене. Что такое персональные данные? Как эти можно персональные данные защитить? Могу ли я предоставлять кому-либо свои персональные данные? Эти и другие вопросы начали нас, граждан страны, волновать, особенно в последнее время. Не секрет, что социальные сети, приложения, которые мы время от времени устанавливаем на свои мобильные телефоны, собирают о нас личные данные, порой даже без нашего ведома, уверены многие. Какую информацию о нас собирают сайты, приложения и как защитить себя от мошенничества в интернете? Если же говорить об итогах уходящего года, то узнаем, выросло ли количество обращений в Госагентство по защите персональных данных, и если да, то по какой причине. Все эти и другие вопросы мы сегодня и постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили исполняющего обязанности директора Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете министров Кыргызской республики Алмамбета Касымбекова. Дорогие слушатели Бюринчи радио, пользователи нашей странички в Фейсбуке, если вы хотите поделиться своим мнением, выразить свои соображения по вопросу того, что такие персональные данные, как их можно защитить, вы можете писать на нашу страничку Бюринчи радио в социальной сети Facebook или можете позвонить по телефонам прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Алмамбет Баизбекович, здравствуйте, мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Здравствуйте, Ирина, да, мне тоже очень приятно, спасибо за приглашение. Алмамбет Баизбекович, необходимо отметить, что уходящий год, дай бог, близок к своему завершению, и многие наши радиослушатели уже понимают, видят, что многие ведомства, многие министерства начали уже информировать нас, граждан страны, об итогах уходящего 2023 года. Мы сегодня с вами встретились для того, чтобы вы рассказали нашим уважаемым слушателям, каковы предварительные итоги Госагентства по защите персональных данных. Вы эти итоги обязательно озвучите. Но хотелось бы мне, давайте начать наш сегодняшний разговор от простого к сложному. Я ведь не зря упомянула вот это сочетание слов «персональные данные». Тем более персональные данные, особенно защита персональных данных, нас очень сильно волнует. И вот когда мы загружаем какое-либо приложение на свой телефон, а в связи с цифровизацией, в связи с тем, что вот многие государственные услуги можно получить посредством телефона, мы загружаем эти приложения, соглашаемся на какие-то условия, и в любом случае у нас в голове есть вопрос: а защищены ли мои персональные данные, не станут ли мои персональные данные достоянием общественности? Этот вопрос буквально волнует всех и вся. В связи с
чем, Алмамбет Баизбекович, хотелось бы мне адресовать вам вопрос, чтобы вы объяснили нашим слушателям, что такое персональные данные. Вообще, вот для начала давайте разберемся, что вообще можно считать своими персональными данными. Да, конечно, это очень насущный вопрос в настоящее время. Как вы подметили, все правильно, с развитием вообще цифровизации и цифровых технологий. Персональные данные вообще граждан, они играют такую краеугольную роль, потому что любая информационная система, любое приложение, вот, которое вы упоминаете, они основываются, разрабатываются вокруг персональных данных. То есть, если бы персональных данных граждан, тех же потребителей услуг или клиентов, например, или получателей тех же государственных услуг данных не было, то и смысла разрабатывать этих систем не было. Вообще, если возвращаться к вопросу, что такое персональные данные, в международной практике и вообще в истории нету определенного перечня, которое можно было бы закончить, что вот этот список, он окончательный персональных данных, потому что любая персональные данные — это любая информация, которая может прямо или косвенно идентифицировать какого-то человека. Допустим, это ваши паспортные данные, например, фотография, ваши фамилия, имя, отчество, например, адрес проживания, те же какие-то налоговые идентификаторы, те же идентификаторы, которыми вас определяют в каких-то банковских системах. То есть, как вы видите, список очень широкий уже на первый взгляд, и у каждого, получается, держателя этих массивов персональных данных, эти идентификаторы могут быть идентичны своей деятельности. То есть, например, те идентификаторы, которые пользуются в банковской системе, так называемый клиентский номер, они неприменимы, например, для того же кадастра, например. Вот. А то, что применимо в кадастре, не применимо в банковской системе. Поэтому в зависимости от вида деятельности любого юридического лица, будь то государственный орган или коммерческая организация, идентификаторы именно персонального характера, они могут быть разные, поэтому и перечень этих самых персональных данных, они разные. Вот бытует мнение, что у народа особенно, что вот можно передавать те же фотографии паспортов, например, по каким-либо мессенджерам, что, кстати говоря, нередко, то есть и практикуется самими теми же коммерческими банками. Это, конечно, тоже не есть хорошо, потому что паспорт — это вообще основной документ гражданина, основной удостоверяющий документ гражданина, поэтому, имея на руках, так сказать, копии, абсолютно, так сказать, корректные копии документов, можно все что угодно натворить. И поэтому, конечно же, агентство большое внимание уделяет таким случаям и, во-вторых, призывает вообще всех граждан быть очень бдительными вообще со своими персональными данными. Но у меня здесь тоже возникает вопрос, Алмамбет Баизбекович. Мы же не зря задаемся, особенно в последние годы, таким вопросом. Я уже еще раз хочу повториться, насколько мои персональные данные защищены. Необходимо отметить, что Госагентство по защите персональных данных — это такой орган, новый орган, да? И многие тоже задаются вопросом, этот орган, имеется в виду Госагентство по защите персональных данных, может быть и появился вследствие того, чтобы наши персональные данные были защищены, чтобы они не стали достоянием общественности. Да, все верно вы подмечаете. Если коротко вернуться к истории, то закон вообще об информации персонального характера, он был принят еще в 2008 году. Да, после этого были небольшие изменения, но концептуально и какие-то основы, суть закона, она осталась такой же, как и принимали практически уже больше 15 лет назад. В этом самом законе было прописано, что необходимо... То есть должен быть такой орган, уполномоченный государственный орган, именно который будет отвечать за защиту персональных данных. Да, были попытки со стороны на то время Государственного комитета информационных технологий и связи. При них был создан отдел
по защите персональных данных, но опять-таки повторюсь, что в самом законе было прописано, что должен быть отдельный уполномоченный орган, тем более это международная практика, когда такие органы, они должны быть независимыми, не иметь подчиненности, потому что это же касается в первую очередь защиты прав граждан. И поэтому как защищать права граждан, если над тобой кто-то надзирает, да, грубо говоря. Вы верно подметили, что орган новый, потому что мы были образованы указом президента в сентябре 2021 года, но фактически свою деятельность агентство начало лишь в марте-апреле 2022 года с принятием сотрудников в штат, потому что, как все понимают, образование юридического лица, тем более государственного органа, это работа немалая, так сказать, потому что там очень много организационных и юридических вопросов, которые необходимо решить в первую очередь. Вот, за это время очень... Если обращаться, например, тот же за 22 год, вот мы отработали 9 месяцев, к нам, вот вы говорите про защиту персональных данных и насколько они защищены, например. Конечно, в первую очередь перед агентством стояла задача именно модернизации законодательной части, потому что, опять-таки, повторюсь, законодательная часть очень устарела. В 2008 году не было тех цифровых решений, не было тех информационных технологий, которые применяются в настоящее время. И поэтому мы, конечно, в первую очередь бросили все свои силы на актуализацию каких-то нормативных правовых актов, каких-то, может быть, постановлений, то есть подзаконных актов, постановлений правительства, распоряжений правительства. И если говорить именно про защиту, то, конечно же, у нас были кейсы, то есть обращения граждан по нарушению, так сказать, конфиденциальности их персональных данных. Например, в 2022 году у нас было всего 20 обращений за 9 месяцев 2022 года, то есть с марта по декабрь. Если сравнивать, например, за 9 месяцев с 2023 годом, то есть с января по сентябрь, к нам поступило обращение уже более 130. Это говорит о том, что, во-первых, люди начали более осознанно и ответственно подходить к защите своих персональных данных, потому что, опять-таки, вот вы в самом начале очень верно подметили, что все сейчас используют социальные сети, все используют какие-то иные мобильные приложения, какие-то веб-приложения, пользуются услугами различными и, конечно же, никому, наверное, не хотелось бы именно сознательно, то есть допустить какую-то утечку или открытое опубликование своих персональных данных, особенно если это касается каких-то чувствительных данных. Вот, еще это, конечно, говорит о результатах деятельности вообще агентства, потому что в 2022 году было немало проделано работы в части, опять-таки, законодательной и технической части, поэтому народ, граждане, они начинают понимать, что орган есть, и можно обращаться. По уровню защиты персональных данных в нашей стране я скажу, что, опять-таки, к сожалению, из-за того, что не было отдельного уполномоченного органа за все это время, к сожалению, каждый государственный орган или коммерческая организация, они трактовали этот закон в свою угоду. То есть, если какая-то статья или какая-то норма закона, она соответствует именно их интересам, их целям, то они, конечно же, опирались, что это в соответствии с законом, мы, например, не можем вам предоставить данные, а те, кто спрашивает, наоборот, говорят, что в соответствии с законом вы должны нам предоставить данные, и вот такие коллизии, они возникали, но с возникновением, с образованием, то есть агентства, одна из функций агентства является как раз-таки арбитраж между государственными коммерческими организациями по обмену персональными данными. Если в целом говорить, то так. Алмамбет Боизбекович, вот вы отметили, что за неполный 2022 год было 20 обращений, то уже начиная с января 2023, вот за эти, по-моему, 9 или 10 месяцев уже 130 обращений. Это получается в 6,5 раза эти обращения были увеличены. Но мне сейчас тоже интересно, а в связи с чем вот это вот увеличение вы связываете? Если, например,
например, раньше мы, например, особо не задумывались, да, о том, что мои персональные данные, может быть, под угрозой, то сейчас, может быть, мы начали об этом задумываться, мы начали об этом переживать. Вы с чем связываете, что вот обращений стало больше? Может быть, люди стали более грамотными, люди стали уже думать о том, что защита персональных данных должна быть прежде всего в приоритете? Да, все верно. Вообще факторов, которых повлияли на такой, скажем, резкий скачок обращений, очень много, но хотелось бы подметить, опять-таки, это то, что, да, сами граждане, так как являются законными владельцами своих персональных данных, они стали более осознанно и ответственно подходить вообще к предоставлению своих данных, какие данные давать, например, этот перечень. Во-вторых, это опять-таки связано с образованием уполномоченного органа, потому что, да, мы понимаем, в 2022 году мы были только образованы, но еще не все общество знало, что мы есть и вообще чем мы занимаемся. В-третьих, хотелось бы сказать, что, опять-таки, с развитием цифровых технологий те же злоумышленники, которые пользуются уязвимостями всякими, так скажем, тех же приложений, каких-то технологий, их навыки тоже не стоят на месте, и поэтому они пытаются, то есть ищут все более и более изощренные способы взломов, способы каких-то кибератак. Были даже случаи, то, что, например, сейчас с развитием того, чтобы той услуги, что выдается онлайн-кредитование, например, мы все об этом слышали, мы все об этом знаем. Вот, очень много было обращений, ну, не очень много, но были обращения, что за другого человека, то есть я человек, и за другого человека оформляли кредит. То есть это тоже утечка, потому что, возможно, где-то, опять-таки, граждане, ну, неосознанно просто выкладывали те же фотографии паспортов и различные свои персональные данные, с помощью которых эти злоумышленники как раз-таки и оформляли на них онлайн-займы. Мы, конечно же, сразу реагировали на такие случаи, и выяснялось, что там много факторов. Опять-таки, первый фактор — это то, что сами граждане в открытом доступе предоставляли свои те же паспорта, может быть, выкладывали в социальные сети, в сеть интернет. Во-вторых, выяснилось, что этот как раз-таки злоумышленник, он сидел в местах отбывания наказания. И вот посредством, опять-таки, интернета он нашел эти данные и каким-то чудесным образом смог оформить онлайн-кредит. Также было отреагировано именно на способы защиты данных со стороны этого, так скажем, онлайн-ломбарда, например. Онлайн-ломбарда мы выявили очень много проблем в части того, как вообще идет процесс кредитования, как идет процесс идентификации гражданина, действительно ли он обращается, а не кто-то другой, и как вообще идет, например, тот же элементарный процесс авторизации в эти, может быть, веб-ресурсы или мобильное приложение, с помощью которого как раз-таки оформляются такие онлайн-займы. В целом так. Я напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Напомню, дорогие наши слушатели, что сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете министров Кыргызской Республики Алмамбет Касымбеков. А говорим мы сегодня о том, что такое персональные данные и как эти персональные данные можно защитить. Алмамбет Байзбекович, да. Давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего первого радиослушателя. Говорите. Салам алейкум. Бізде поликлиникада Бишкек шаарында персоналдык номерлериңизди алып келип каттаткыла деп атат. Ошол туурабы, алар талап кылганга укугу барбы? Алып барып беришибиз керекпи же бербей эле коюшубуз керекпи? Анан жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп айтып коюңузчу, кайсыл учурда персоналдык номерди кимге көрсөтсөк болот, анан кайсыл учурда таптакыр отказ кылып көрсөтпөй койсок болот. Рахмат. Я думаю, вопрос понятен. Он такой, знаете, вопрос обывателя. Мы тоже иногда задаемся вопросом, да, надо предоставлять, не надо, но если не предоставишь, тогда, соответственно, и услугу государственную не получишь. Поэтому в любом случае наша радиослушательница переживает, видимо. Надо, не надо, пожалуйста.
Да, спасибо, во-первых, за вопрос. Хотелось бы отметить, что вообще сбор персональных данных со стороны любого юридического лица, будь это, опять-таки, государственный орган или, например, как сказала радиослушатель, поликлиника, любой сбор определенного перечня, он должен соответствовать целям. То есть, если, например, сбор, опять-таки, этих персональных номеров, я так понимаю, это она имеет в виду ПИН, персональный идентификационный номер, да. Если этот сбор соответствует целям этого учреждения, то, конечно же, он может собирать такие данные. Другое дело, если бы, например, та же самая поликлиника спрашивала бы, например, реквизиты банковской карты. И, следовательно, вполне логично возникает вопрос, а зачем вообще поликлинике мои реквизиты банковской карты, например. Тут нужно смотреть именно для предоставления каких услуг запрашивается ПИН. Возможно, это приурочено к обязательному медицинскому страхованию, например. Потому что все мы знаем, что ПИН, он является уникальным идентификатором каждого гражданина. То есть не бывает, что у одного гражданина 2 или 3 ПИНа. Он является уникальным для каждого. И поэтому, возможно, я предполагаю, опять-таки не могу сказать, потому что вопрос прозвучал, что можно или нельзя давать. Возможно, собирается в каких-то целях, опять-таки, повторюсь, например, для оформления страховки по обязательному медицинскому страхованию. Но здесь, конечно же, в первую очередь перед предоставлением каких-то данных нужно обязательно спрашивать, а для чего вообще это нужно, потому что многие, кто, например, не знают, или кому просто приказали, например, сверху собрать такие данные, они не смогут ответить. И, естественно, право каждого гражданина знать, для чего, как и кому будут переданы эти данные. Поэтому, думаю, радиослушателям не стоит бояться, можно письменно обратиться в ту же поликлинику, для чего вообще собирается, можно обратиться к нам, например, в государственное агентство, мы обязательно выясним, для чего это собирается, если это собирается по каким-то целям, которые не соответствуют деятельности организации или не соответствуют законодательству и подзаконным актам, мы, конечно, в свою очередь, в рамках своих полномочий, мы в обязательном порядке отреагируем. Но здесь гражданам необходимо отметить и сказать, Алмамбет Байзбекович, что защита персональных данных все равно в руках каждого из нас, да? Конечно. Я что имею в виду? Вот тоже слышу, да, надо больше узнавать, надо больше читать о тех изменениях законов, которые касаются защиты персональных данных. Но это, конечно, сложно. Да. Здесь необходимо, наверное, соблюдать какие-то простые, скажем так, правила, да? Опять же, не выкладывать фото своего паспорта в интернет, в социальные сети. Потом тоже, я помню, многие эксперты говорят, даже фотографии своих маленьких детей не надо так часто выкладывать в интернет. Не нужно делиться информацией о своих банковских картах. Мы же ведь все-таки пользователи интернета, и многие сидят и денно, и ночно, и в интернете, я уж не знаю, выкладывают и фотографии своих детей, фотографии своих внуков. Я уж не знаю, конечно, хочется поделиться радостью, но с другой стороны, необходимо помнить, что все-таки это может быть даже иногда чревато. Да, вы все верно говорите, это относится больше к кибергигиене, то есть те самые цифровые навыки, которые особенно в нашу эпоху, в нынешнюю эпоху, нужно как минимум основы знать всем подряд, потому что, опять-таки, опубликование своих данных в открытом доступе, это в обязательном порядке может быть чревато, если не сейчас, то в ближайшей перспективе это может быть иметь какие-то последствия, потому что, например, в зарубежье у нас, к сожалению, не было еще официально таких кейсов, но за рубежом были такие случаи, что владельцы, например, скажем так, не самые бедные люди, они выкладывали в социальные сети свои, например, дорогие машины, показывали свой дорогой дом, например, большой дом, какие ценности они приобретают. И, конечно же, такие люди, они очень часто путешествуют, очень часто ездят в зарубежные страны. И были такие случаи, когда они опубликовали, что вот мы, например, летим такого-то числа в отпуск, так не терпится. Например, вроде бы казалось бытовая вещь, все мы это делаем, но злоумышленникам что это помогает? Первое, это то, что, владельцев не будет дома.
Второе, судя по их публикациям, они не бедные, значит, дома в любом случае какие-то ценности есть. В-третьих, опять-таки, по фотографиям дома можно предварительно узнать, какие системы безопасности есть у дома, высокий ли забор элементарно, крепкие ли двери, есть ли на окнах решетки, например. И опубликование, конечно, таких данных, то есть приехав, владельцы увидели, что их элементарно ограбили. Поэтому все эксперты по кибергигиене советуют писать о таких, например, элементарном отпуске, отдыхе не до, а после. Что вот вы съездили, да, можно показать фотографии, что вот мы съездили, например, в такую-то страну, отдохнули хорошо, сейчас, например, мы дома, все отлично. Тогда, конечно, ни у кого не будет, так сказать, соблазна ограбить. Во-вторых, по детям, да, это очень тоже насущный вопрос, потому что многие сейчас пользователи не чураются выкладывать фотографии, видео со своими детьми, не прикрывая, не цензуря их лица, например, открыто все показывая. Это может быть чревато именно для, опять же, так скажем, Darknet. Есть такая часть интернета, Darknet, то есть темный интернет, где идет распространение всяких, скажем так, материалов порнографического характера. И, конечно же, в этом Даркнете существуют и различные сообщества, группы различных педофилов. И, естественно, с развитием, опять-таки, цифровых технологий, с развитием искусственного интеллекта, где можно, например, сгенерировать с помощью фотографий, просто обычной фотографии лица детей, сгенерировать какие-то такие, так скажем, не совсем приятные материалы, такого, ну, опять-таки, нечеловеческого характера, да, если можно так выразиться. Поэтому мы тоже не раз обращались, и в том числе через уполномоченные по правам ребенка Кыргызской Республики, о том, чтобы вообще граждане старались меньше выкладывать и опубликовывать фотографии, видео своих детей. Я такой хочу вам вопрос сейчас адресовать, Алмамбет Баизбекович. Я правильно понимаю, что основной принцип обработки персональных данных – это открытость? Да, все верно. То есть, как я понимаю, человек, он должен знать, какая конкретная информация о нем обрабатывается тем или иным ресурсом. Да. Здесь вот у меня возникает такой вопрос. Насколько человек имеет возможность отозвать, может быть, личные данные из той организации, где, может быть, он уволился, или с которой он больше не хочет сотрудничать? Вот, например, если я хочу закрыть счет в том или ином коммерческом банке, я могу, например, настоять на удалении из базы данных вот всей той информации, которая касается именно меня? Очень правильный вопрос. К сожалению, нормы такой в законе нет в настоящей редакции, но сразу тогда скажу, раз мы зашли к этой теме, то мы сейчас готовим как раз-таки новую редакцию закона. И, даст Бог, в следующем году мы ее примем. Как раз-таки в новой редакции закона мы указали одну из норм, что владелец, то есть гражданин, субъект персональных данных, как мы называем, он будет иметь право отозвать свое согласие на сбор и обработку, в том числе на удаление своих данных из всех баз данных, в которых он предоставлял свои данные. Однако хочу сказать, что вне зависимости от того, что, то есть несмотря на то, что сейчас данной возможности как таковой нет, вообще в законе написано, что, например, если вы предоставляете какую-то информацию о себе, какие-то свои данные, опять-таки они должны соответствовать целям. И если эти цели были достигнуты, то держатель, то есть тот, кто собирал у вас эти данные, он обязан удалить их по истечению, опять-таки, по достижению целей сбора и обработки персональных данных. Если, конечно, он этого не делает, опять-таки, агентство вправе отреагировать если поступит соответствующее обращение или заявление от пострадавшего гражданина, агентство вправе отреагировать на такие инциденты. Алмамбет Баизбекович, я не зря в начале программы сказала, что мы пользуемся приложениями, и приложений становится
становится все больше и больше. Можно этими приложениями пользоваться, не выходя, например, на улицу. Можно сидеть дома, можно сидеть на рабочем месте. И, например, при помощи приложения, ну, может быть, я уж не знаю, какую-то услугу, может быть, получить или еще что-то. Я к чему сейчас клоню? Вот многие наши граждане, которые начали задумываться о защите персональных данных, когда скачивают то или иное приложение, там вот, знаете, в конце бывает согласиться с политикой конфиденциальности. И многие даже, знаете, например, даже дрожа рукой думают, или ты, скажем так, соглашаешься, или ты не соглашаешься и тоже переживаешь. А вдруг, если я с политикой конфиденциальности соглашаюсь, то вдруг, например, где-то выскользнут или проскользнут мои, например, данные там, у кого-то. Вот политика конфиденциальности – это что, правила обработки персональных данных в той или иной конкретной организации? Да, вы все верно сказали. Это некий То есть можно спокойно соглашаться, когда приложение закачиваешь? Нет, смотрите. Во-первых, политика конфиденциальности это такой некий документ, регламентирующий как раз-таки сбор и обработку и возможную передачу ваших персональных данных, то есть персональных данных пользователя. И политика это тоже немаловажный документ, потому что в самой политике каждая организация, она должна указывать, во-первых, для чего она собирает персональные данные, какие персональные данные собирает и, возможно, кому передает. Если, конечно, это для оказания услуги, то в большинстве своем случаев передача какая-то есть. Например, те же банковские приложения, мобильный банкинг, вы же оплачиваете те же за коммунальные услуги, например, пополнение баланса и так далее. И, конечно же, ваши данные, они какие-то данные, то есть в любом случае будут переданы. Но в политике конфиденциальности, почему это важно? Потому что опять-таки, там должны быть в первую очередь указаны цели. Для чего и, опять-таки, вот какие персональные данные. Например, в поликлинике, вот до этого радиослушателя обращалась, в таких случаях поликлиника должна заранее оповещать, в каких целях она вообще собирает. Не просто так, типа, вот ты пациент наш, давай свои данные. Нет, так, конечно, не пойдет. Это идет вразрез законодательству. Во-вторых, в политике конфиденциальности обязательно должен быть указан перечень персональных данных. Какие персональные данные собираются. И должен быть указан третьей стороне, то есть куда оно будет передано потенциально, ну, в зависимости от предоставления услуг. Хочу сразу отметить тогда, что мы разработали как раз-таки генератор политики конфиденциальности, потому что мы проводили в самом начале года некое исследование как раз-таки по веб-сайтам и мобильным приложениям, которые находятся на территории зоны, то есть в зоне Киджи, и больше 200 веб-сайтов и мобильных приложений мы исследовали, и выяснилось, что почти в половине из них политика конфиденциальности либо отсутствует, либо вообще не соответствует тем целям, которые преследует данная организация. Или некоторые были вообще формально скачаны с каких-то зарубежных сайтов и для галочки просто опубликованы у себя. Мы увидели, что у пользователей и у юридических лиц с этим имеются проблемы, и мы разработали как раз-таки генератор политики конфиденциальности, который доступен через наш сайт. И этот генератор как раз-таки помогает соответствовать, разработать, то есть документ политику конфиденциальности, который будет соответствовать законодательству Кыргызской Республики. Ну вот говоря о приложениях, Алмамбет Боизбекович, вот давайте такую ситуацию представим, да? Если то или иное приложение, которое я хочу закачать на свой мобильный телефон, просит меня отправить фото паспорта с обеих сторон. Я, конечно, понимаю, что этого делать не стоит, но тем не менее у меня, скажем так, другой интерес. Я хочу таким приложением пользоваться, да? То здесь возникает вопрос, какие-то рычаги воздействия, благодаря которым я могла бы свои персональные данные сохранить и это приложение успешно использовать, вообще есть? Или это, скажем так, палка о двух концах? Да, все верно, это неоднозначная такая ситуация, потому что, опять-таки, да, нигде прям четко не говорится, что, к сожалению, вы не обязаны предоставлять фотографии, но
Здесь стоит другой вопрос. Во-первых, что это за приложение? То есть оно внутреннее или какое-то зарубежное приложение? То есть или в рамках KG, или оно где-то там, Да, может быть, в Российской да. Федерации, или того, скажем так, дальше, Да, да? все верно, Ага. да, все верно, потому что будет более безопасно в данном случае, если это приложение как раз-таки разработка местная, Мгм. и это приложение расположено на наших серверах, то есть на серверах на территории Кыргызской Республики. Потому что если приложение расположено на серверах другой страны, это уже идет автоматическая трансграничная передача персональных данных. И такая передача, она вообще, любой сбор, и в том числе трансграничная передача, она должна идти строго по согласию самого гражданина. Если, конечно, гражданин не согласен на такую передачу, то такая передача не должна иметь места. Но, опять-таки, вот как вы сказали, если вы не согласитесь, то, конечно, и услугу не получите. Это другой вопрос. Но при получении от вас каких-то данных стоит отметить, что любой держатель массивов персональных данных, то есть юридические лица, они обязаны соблюдать режим конфиденциальности любой информации. Будь то, опять-таки, фотография вашего паспорта, будь то номер телефона ваш, адрес, например, проживания. Режим конфиденциальности ваших данных, он в законе четко прописан, он должен быть сохранен в любом случае. Если идет нарушение, опять-таки, для этого и было образовано агентство, мы вправе по заявлению или обращению гражданина реагировать на такие инциденты. Я напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Напомню, что в эфире Беренчи радиопрограмма «Прямая связь». Мы сегодня говорим о том, что такое персональные данные, как можно эти персональные данные защитить, можем ли мы, граждане страны, предоставлять кому-либо свои персональные данные. Я напомню, что сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете министров Кыргызской Республики Алмамбет Касымбеков. Алмамбет Байзбекович, вот вы чуть ранее упомянули, когда люди берут кредит, да, вот обращаясь в то или иное кредитное учреждение, в микрофинансовую, скажем так, компанию, очень часто слышу, вот даже вот, знаете, то, что вот когда приходишь, например, брать кредит, многие кредитные служащие говорят о том, что зачем вы пришли, можно же взять кредит удаленно. И вот сейчас, вот когда вы эту ситуацию упомянули, тоже многие, наверное, наши граждане, может быть, даже сейчас с осторожностью будут, может быть, относиться к тому, чтобы взять кредит, ну, скажем так, удаленно, не выходя, например, из дома или, может быть, из, ну, там, с работы, я уж не знаю. Вот в таком случае, что вы можете, скажем так, посоветовать? Вот мы говорим, да, что есть злоумышленники, которые группы работают не поодиночке, а работают группами. Очень часто я слышу, что это люди, которые находятся в местах не столь отдаленных, да, это осужденные люди, и такие факты тоже вот и в МВД тоже информируют, что есть, да, вот они работают. Вообще, чтобы взять кредит удаленно, какие надо правила для себя знать, чтобы не стать жертвой того или иного мошенника или злоумышленника? Это, конечно, очень щепетильный вопрос. Думаю, что в первую очередь на что стоит обращать внимание, это при получении такого онлайн-кредитования, онлайн-займа, например, это официальный ресурс, во-первых, потому что многие сейчас веб-ресурсы или те же мобильные приложения, они полностью маскируются под какие-то, допустим, фишинговые сайты или какие-то мобильные приложения с вредоносным программным обеспечением. В первую очередь, конечно, нужно проверять, на какой сайт ты заходишь вообще, потому что сейчас вот мы недавно столкнулись с этим. Бывают случаи, что сайт не уникальный, а полностью копирует. Полностью копирует, так скажем, внешний вид одного новостного сайта, я скажу, очень не самого неизвестного, а одного из самых популярных новостных сайтов в нашей стране. И, конечно же, человек, который, опять-таки, у него не отточены эти навыки, проверки, анализа, он, конечно же, не обратит на это внимание. Но в первую очередь нужно обратить внимание на адрес, потому что адрес, он выдает все. Мы все знаем
так скажем, ссылки на официальные ресурсы, например, те же социальные сети facebook.com, instagram.com, например. Вот, и стоит обратить внимание, что некоторые клонированные сайты, так как они не могут пользоваться официальным доменом, официальной ссылкой этих ресурсов, они используют разные ухищрения. Например, они могут написать facebook1.com, например, или facebook-official.com, например. Вот, и, конечно же, это уже должно насторожить пользователя о том, что что-то здесь не так. Во-вторых, вообще эта практика фотографирования паспортов, она не есть хорошо, то есть, по нашему мнению, именно по мнению агентства, должны быть именно запрошены те данные, которые необходимы. То есть не фотография паспорта, а, например, паспортные данные. То есть по паспортным данным просто очень сложно что-то сделать, но с фотографией паспорта это уже совсем другое. Например, для того же онлайн-займа достаточно будет, мне кажется, паспортной серии и номера, и даты выдачи. То есть не обязательно там знать ваш, например, дата истечения срока, адрес проживания, тем более в паспорте есть хоть никакая, но фотография, и другие, да, данные, не говоря уже о чипе, в котором расположены наши биометрические данные. Вот. В-третьих, конечно же, нужно смотреть, какие меры безопасности принимаются. Опять-таки, та же политика конфиденциальности, в обязательном порядке я бы призвал всех ознакомливаться, потому что политика конфиденциальности — это, по сути своей, небольшой документ, максимум на 2-3 страницы. Но зато из политики конфиденциальности можно очень много узнать об этой организации. Любая уважающая себя организация, она, конечно, документацию будет держать в порядке. И если, например, вы зашли для онлайн-займа, для получения онлайн-займа, открыли политику конфиденциально, скажем, она там на другом языке, например, вообще на иностранном, да, на котором не говорят наши граждане. Во-вторых, она написана, составлена очень расплывчато. То есть в общих целях, что вот такая-то, такая-то организация, мы хотим вам давать онлайн-займ, нам, то есть, нужны все ваши данные для этого, то есть такого не должно быть, на это тоже стоит обращать внимание, потому что, опять-таки, повторюсь, любая уважающая себя компания, вообще юридическое лицо, она в первую очередь приводит документы в порядок, потому что это касается и в части качества сервиса. Давайте мы выслушаем еще одного нашего конечно. радиослушателя. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Из Бишкека, Фатима. Слушаем. У меня после ваших информаций появился такой этот самый вариант. Вот я несколько раз, например, переводы получаем мы через банк и через каждый раз одному и тому же банку обращаемся, и паспортные данные, копию снимают. И у меня появляется вопрос, да, я понимаю, банк гарантирует нам этот самый. А вот с другой стороны у нас же запущенный Түндүк. Неужели недостаточно? Вот я с ними, с Алмамбетом согласна. Вот копию паспорта обязательно снимать. Неужели, минуя или уменьшив количество копию снимать паспортов, Түндүк недостаточно, чтобы все данные там... Я свои данные через мои мобильные даю, паспорт даю, но тем не менее они несколько раз снимают наши эти паспорта, и дальше, Кудай өзі сақтасын, дальше не знаем, как быть. Спасибо за все это. Я думаю, вопрос понятен. Спасибо вам, Фатима Аим, за то, что позвонили. Пожалуйста, что скажете? Да, хотел бы поблагодарить за вопрос, потому что очень тоже насущный вопрос. Фатима, вы не поверите, но агентство в этой части тоже работает, то есть по исключению как раз-таки сбора излишней информации мы как раз-таки в настоящее время думали вместе с Национальным банком как регулятором, основным регулятором банковской деятельности в Кыргызской Республике, как раз-таки о мерах по исключению таких излишних сборов, потому что мы все понимаем, что при первоначальном обращении в банк, в принципе, все данные для предоставления услуг он предоставляет. То есть гражданин предоставляет этому банку, и каждый раз собирать одни и те же данные, это, конечно же, подрывает
безопасность самих данных, потому что в первый раз вы можете обратиться к одному специалисту, во второй раз к другому, в третий раз к третьему. И как эти 3 специалиста, насколько они ответственно подходят к своей работе, это, конечно же, большой вопрос. И поэтому сейчас, вот в настоящее время, мы как раз-таки задумываемся над тем, опять-таки повторюсь, чтобы с Национальным банком вместе отработать вот такие моменты, когда коммерческими банками запрашиваются такие чересчур излишняя информация, потому что я так же, как и вы, являюсь пользователем какого-то коммерческого банка, поэтому мне тоже не совсем понятно, для чего, например, каждый раз при каждой услуге требовать у граждан данные. Другое дело, вот вы упомянули, что в основном вы пользуетесь, например, переводами. Пользуетесь переводами, а при переводах не всегда ваши данные попадают именно в базу данных этого банка, потому что банк, он, конечно же, то есть есть платежные системы перевода, такие как, например, Корона были, MoneyStream, например, Золотая Корона, я имею в виду. Вот это основной поставщик услуги, и они пользуются только, так скажем, филиалами банков. Возможно, у банка нету ваших данных, они не сохраняются у себя, поэтому каждый раз, когда, я имею в виду в банковской системе информационной, и поэтому каждый раз, когда вы обращаетесь в банк, специалист из-за того, что не видит в своей системе вас как клиента, он запрашивает ваши данные. Это раз. Второе, в обязательном порядке тут нужно учесть, что банк должен брать ваше согласие на предоставление ваших данных. Если согласия нет, то банк, в принципе, не имеет права брать у вас какие-либо персональные данные. Но здесь стоит учитывать, конечно, в первую очередь ознакомливаться с этим согласием, что в этой форме согласия прописано. Во-вторых, какие данные, опять-таки, они у вас запрашивают. Может быть, в форме согласия или, например, в той же политике конфиденциальности банка прописано, что копия паспорта или ваши паспортные данные могут быть предоставлены третьей стороне. И поэтому здесь должен возникать вполне логичный вопрос, зачем вы, если подошли в банк для получения какого-то перевода, зачем ваши данные передавать еще кому-то, кроме этого банка. Поэтому здесь очень хороший вопрос, и как раз таки хотел отметить, что возможно, не стану исключать, потому что в этой части я с законодательством не очень хорошо ознакомлен, но это, возможно, еще требования финансовой разведки, то есть службы финансовой разведки, возможно, для отслеживания каких-то, я не говорю конкретно про вас, но, Фатима, но конкретно по отслеживанию каких-то, может быть, переводов денежных средств в рамках, например, отмывания или в рамках финансирования террористической деятельности какой-то. И, опять-таки, повторюсь, это нужно будет нам рассмотреть вместе с Национальным банком и службой финансовой разведки. Но мы обязательно это учтем, и, повторюсь, в этом направлении агентство сейчас как раз-таки одно из направлений, в котором работает агентство. Алмамбет Байзбекович, ну и последний, уходящий 2023 год близок к своему завершению. Положа руку на сердце, можно сказать о том, что да, Госагентство по защите персональных данных поработало плодотворно? Да, я могу, по крайней мере, с уверенностью об этом сказать, потому что если говорить уже об итогах 2023 года, то вот я немного так выдержки сделал из такой небольшой отчет агентства по проделанной работе. Если брать, например, 2023 год, то за этот год агентством инициировано 11 проектов нормативных правовых актов и 2 локальных акта, которые тоже необходимо было принять. И среди этих НПА у нас есть и законы, и указы президента, и постановления, распоряжения Кабинета министров. Вот утверждены уже в 2023 году, хочу отметить, что 6 НПА, утверждены также 2 локальных акта, которые утверждаются внутренним приказом агентства. Вместе с тем внесены в администрацию президента 3 проекта НПА, и хотелось бы здесь немного остановиться как раз таки о внесенных на рассмотрение, потому что там
Сейчас очень слабая ответственность вообще в части нарушения защиты персональных данных, очень слабая ответственность. Она прописана в Кодексе о правонарушениях Кыргызской Республики. И там ответственность указана в сумме 200 расчетных показателей, то есть это 20 тысяч сомов. И то эти 20 тысяч сомов, они налагаются на физических лиц. Вот. И мы как раз-таки внесли в администрацию президента проект кодекса, где мы усиливаем ответственность, она будет повышена чуть ли не в 10 раз. Также по международному сотрудничеству, конечно же, мы подписываем много меморандумов, проводим онлайн-тренинги, обучаем каждый раз граждан и государственных служащих в части защиты персональных данных. Обучение продолжится вот в 2024? Конечно, это одна из функций агентства по освещению, повышению осведомленности граждан по защите персональных данных. Алмамбет Боязбекович, спасибо вам огромное за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Вам удачи и плодотворной работы. А я напомню вам, дорогие наши слушатели, что сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности директора Госагентства по защите персональных данных при Кабинете министров Кыргызской Республики Алмамбет Касымбеков. Это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на волне Биринчи радио.